Проживающие в Европе ингушские общественные деятели намерены обратиться к властям Грузии с просьбой признать депортацию ингушей в 1944 году геноцидом. Напомним, что тогда, по приказу руководства СССР, была осуществлена принудительная высылка жителей Чечено-Ингушской АЭС в Казахстан и Среднюю Азию. Это привело к резкой убыли населения и тяжелым экономическим последствиям. Более того, авторы обращения к грузинскому правительству считают, что советские власти проводили перманентный террор в отношении ингушского народа, и у них может появиться немало сторонников. После сталинского времени, хрущевское, было принято документы, что решения, которые принимались при Сталине, признаны как античеловечные. В Новой России, в современной России тоже были приняты, но как геноцид признанным не было, это точно. Но вы знаете, что впоследствии у нас есть закон о реабилитации репрессированных народов. Закон, и он до сих пор не реализован. И это самое плохое. Там есть вопрос, связанный с территориальным восстановлением республики. В 1992 году был конфликт, где погибло около 500 человек, а если говорить 546, по-моему, если не ошибаюсь, 446. Из них 34 осетины, остальные все ингуши. Вот конфликт между Осетией и Ингушетией в пригородном районе, когда федеральные войска и ополченцы осетины 11 сел ингушских сожгли. Он тоже последствия именно вот этих сталинских репрессий и того, что федеральный центр не реализует закон о реабилитации репрессированных народов. Впрочем, отнюдь не все столь благожелательно относятся к инициативе по признанию геноцида ингушей со стороны Грузии. Ингуши, которые борются за права ингушей, они живут в России, и в этих жестоких условиях бесправия, несправедливости по отношению к нашей нации, они пытаются найти справедливость. Это все происходит в России. А кто там в Европе, не знаю, мне кажется, жить в Европе, оттуда что-то говорить, это может быть и легко, и удобно, но мне кажется, если кто-то хочет помочь ингушам, то надо жить здесь, в этой стране, и как бы ни было тяжело здесь этим заниматься. Депортация ингушей, это, знаете, это сравнимо, наверное, с Холокостом, я думаю, можно сравнить. Потому что это такая трагедия, которую невозможно одним словом описать, это невозможно одним словом рассказать, это невозможно просто так объяснить. Адресат обращений ингушских общественных деятелей неудивителен. После признания геноцида черкесов Грузия может сделать подобные законопроекты чуть ли не статьей экспорта. Но очевидно, что грузинский парламент не имеет морального права рассматривать вопрос о депортации ингушей в 1944 году. Я не знаю, почему это будет рассматривать